Также по запросу КГМБ. Да. Главный специалист управления высшего среднего профессионального образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики. К нам также поступил запрос от Комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в отношении законности получения депутатом Нарматовой диплома о высшем образовании и также поступления для получения высшего образования. Значит, в соответствии с порядком приема высшее учебное заведение Кыргызской Республики номером 256, утвержденное постановлением правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года, в соответствии с пунктом 1.5, на обучение вуза по ускоренным программам принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. А на обучение вуза по ускоренным программам соответствующей специальности принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании соответствующего профиля. Соответствие профиля среднего профессионального образования профилю высшего профессионального образования определяется вузом самостоятельно. Но так как даже подтвердил представитель, диплом о среднем профессиональном образовании депутата Нарматовой по специальности бухучет. А по высшему образованию, по ускоренной программе, она зачислена Джалабадским государственным университетом по специальности журналистики, что само по себе является нарушением. Также ежегодно министерством до 2019 года, в 2019 году было постановление 718, в соответствии с которым вузы сейчас самостоятельно также определяют в соответствии с макетом направления по ускоренной программе. Допустим, если студент закончил колледж, может ли он продолжать или поменять траекторию обучения. Это вот в 2019 году. До этого ежегодно министерством издавался приказ и утверждался перечень направлений, в соответствии с которым, в соответствии с первым дипломом о среднем профессиональном образовании, по какому направлению может студент поступить на получение высшего образования. То есть вот здесь это подтверждает то, что у нас в сфере среднего профессионального образования у нас в Кыргызстане колледжи не готовят по специальности журналистика. Она закончила бухучет, поступила на направление, на специальность журналистика. То есть до 2019 года перечень определялся Министерством образования. Да. И в этом перечне в среднем техническом образовании нету специализации журналистики, верно? Да. Спасибо. По специальностям среднего профессионального образования. В соответствии с дипломом об окончании, если по специальности бухучет, Нарматова могла только поступить для продолжения или для получения высшего образования только по специальностям экономика, бизнес, информатика, либо таможенное дело. Но ни в коем случае не журналистика. Комиссияның жиынтыгы боюнча ошол это на основании запроса Комитета государственной национальной безопасности была создана комиссия, которая тоже выехала в Джалабадский государственный университет, посмотрела все документы, и когда мы получили письмо, что при сдаче 9-10 семестра депутат Нарматова не находилась на территории Кыргызской Республики, университет приказом номер 9 от 19 января 2022 года тоже приказом ректора была создана комиссия внутренняя в Джалабадском государственном университете, которая тоже проверила законность обучения и выдачи диплома депутату Нарматовой. И
они признали, что действительно она не находилась на территории Кыргызстана. Соответственно, все зачеты экзамены были аннулированы. Были также аннулированы протоколы ГАК, и также будет отзываться диплом. Ну, отозван, да, в соответствии с приказом ректора Жалалабадского государственного университета. Сұраулар бар ма? Анар Сарбаевна, пожалуйста. Эгер мындай секреттеме болбосо, сиздин уже стаж работаңыз канча болду? Как Министерство образованияда же болбосо ошол тармакта иштегениңизге? Ал тармакта иштегениме 34 жыл болду, анын ичинен Министерство образованияда 5 жыл. Анан ошол дипломдордун бланкалары учет менен берилеби бүт окуу жайларына? Учет берилгенде дагы жөн эле баягы бизде мынча бүтүп атат, анан ошону менен формально эле берилеби же болбосо ошол жерде окуган студенттердин окугандыгы жөнүндө тактыгы текшерилеби? Бизде управленияда журнал бар. Ошо журналга заявка түшөт. Мисалы, быйылкы жылы Жалал-Абадта мынча специальностьтан, ар бир специальностьтан мынчача бала окуп бүтүп атат. Бизге ушундай специальностьтар боюнча диплом керек деп. Бирок биз аны регистрация сразу жазабайбыз. Азыр ушундай требования бар. Ал вуз ошол адистиктер боюнча аккредитациядан өтүш керек. Ошол аккредитациясы боюнча свидетельствосын алып келет. Биз ошону көрүп туруп, анан только заказга кол коюп беребиз. Анан ал заказ типографияга келет. Бирок ошол заказда балдардын списогу келбейт, а количествосы келет. Ал количество боюнча количествого анын действительность, да, соответствие вот этому количеству, это уже несет ответственность вуз, потому что ал заявкага ректордун, начальник, первый проректор по учебной работе, начальник учебной части, ошол кишилердин колу менен коюлган заявка келет. Рахмат. Анан дагы бир айтып атасыз, сиз жооп каралган ошол берилген документтер, заявкалар боюнча дейт. Кандай жоопкерчиликтер каралган? Кайсы мыйзамдын негизинде же болбосо ошо мыйзамга туура келген ведомстволук өзүңүздөрдүн токтомдоруңузда? Кечирим сурайм, кайсы жоопкер, кайсысын айттыңыз? Сиз айтып атасыз, такталган өзүлөрүнүн заявкасы болот. Бүтүп аткан студенттердин санына жараша деп атасыз. Алар боюнча ошол окуу жайы жоопкерчиликти мойнуна алышат деп атасыз. Кандай жоопкерчилик каралган ошол мойнуна алуу боюнча? Анан эгерде жанагы мыйзам бузуу боюнча кандай жоопкерчилик алар тартышат? Ал кайсы сиздердин жоболоруңузда көрсөтүлгөн же болбосо мыйзамда көрсөтүлгөн? Бизде жобо бар. Мен бизде сиз билесиздер, ар бир управленияда ар бир специалисттин өзүнүн функциональный обязанностьтар бар. Негизи мен функцияма ал обязанность кирбейт. Бизде өзүнчө специалист бар, именно диплом боюнча отурган. Бирок бизде жобо бар. Ошо жобого ылайык жанагы документтерди регистрация кылып, анан заявкага кол коюлуп берет. Жоопкерчилик, кандай жоопкерчилик көрсөтүлгөн? Кол коюп берип аткан ответственность. Ошолго мен азыр сизге так жооп толук айта албайсыздар, Толук айта албайм, потому что мен функционалдуу. Сиз билгендей, жакыркы канча дипломдор жараксыз деп табыла баштаганы сиздердин баары эле жоопкерчилигиңиздерди мындай жоопкерчиликтен бошотпойт болсо керек да. Вуздардагы тем более вот сиздер карап көзөмөлдөп аткан министерствода. Чынбы? Же андай эмеспи? Сиздер ушул жоопкерчиликти сезесиздерби? Эми биз мисалы сиз өзүңүз ойлосоңуз, азыр деген биз мандат бердик, Борбордук шайлоо комиссиясы. Андан кийин анан ошолор такталып атат. Диплом жараксыз деп. Анан ошол боюнча ошол билим берүү министерствосы жоопкерчиликти сезеби? Эми доля ответственности бизде бар деп ойлойм.
Анткени сиз жанагы заявка биз кол коюп берип атабыз, бирок биз жанагы заявкада мен айтып өткөндөй ректордун, проректордун, начальник, окуу бөлүмүнүн начальниктеринин колу менен келет ал документтерди жана аккредитациянын түшүнүктүү. Эме кылсаңыз дагы бир эмеге бир кыскача жооп берип койсоңуз. Азыр деген баары такталып атат, сиз берилген семестрлерде экзамендерди тапшырган эмес, ал келиши мүмкүн эмес болчу депчи. Ошол семестрлерди тапшырбаса дагы зачет деп туруп атат документ боюнча. Оценкалар туруп атат, баалар туруп атат, 3 болобу, 4 болобу туруп атат. Анан ошону коюп аткан педагогдор кандай административдик же болбосо кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат деген сиздерде мындай жоопкерчилик көрсөтүлгөн ушундай тактык барбы? Эми андай документ жок, бирок биз министрликтен кат Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректоруна алар ошо нарушение кетирген жумушчулардын жоопкерчилигин ошол буйрукта акыркы пунктта турат, карайт жана они примут меру дисциплинарного взыскания в отношении этих сотрудников. Кандай жоопкерчилик деп ойлойсуз? Ошондо дисциплинардык просто административдикпи? Бул жерден калды байлануу болуп атпайбы? Ошол боюнча просто мен эме кылайын деген, биз тергөө орган эмеспиз, бирок деген ошондукон күндө дагы сиздердин жоопкерчилигиңиздер болуш керек дегенди айтып атам дагы, ошону мойнуңуздарга алып кийинки дипломдорду берүүдө эсте болуш керек деген да. Рахмат, Тынчтык Кураймович. У меня короткий вопрос. Из ваших слов я прихожу к выводу, что на сегодняшний день у гражданки Нарматовой отсутствует диплом о высшем образовании. Это так? Я правильно понял, да? Нет, он у нее есть, но вот в соответствии с приказом ректора вот от вчерашнего числа аннулированы все оценки, аннулированы результаты государственной аттестационной и, соответственно, отозван диплом. Ну, считается, да, с сегодняшнего дня у нее нет высшего образования. Диплома о высшем образовании. Спасибо с сегодняшнего большое. Дня, 20-го. Дагы суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо, Анар Сартбаевнан суроосу боюнча балким тергөөчү түшүндүрмө берет, жанагы тийиштүү кызматтык адамдарга карата жоопкерчилик чаралар боюнча же тергөөнүн алкагында кандай чаралар көрүлүп атат, же тергөөнүн жыйынтыгы качан анык болот? Можете, пожалуйста, еще раз повторить? Ответственность работников. Вот Анар Сартбаевна спросила об ответственности должностных лиц соответствующего университета, вуза по выдаче с нарушением законодательства, по зачислению и выдаче диплома с нарушением законодательства. В рамках уголовного дела в настоящее время будет дана оценка, юридическая оценка всему профессорско-преподавательскому составу, которые за 9 и 10 семестры выставили оценку Нарматовой. После подтверждения факта установления ее диплома будет дана юридическая оценка уже приемной комиссии по итогам следствия. У меня все. Нет, это два факта получается. В настоящее время нами, так как диплом о среднем специальном образовании со стороны Нарматовой, со стороны Джалал-Абадского государственного университета не предоставлено, мы не можем дать оценку приемной комиссии. А по факту проставления оценки профессорско-преподавательским составом за 9 и 10 семестры студентки Нарматовой в 2015-2016 годах будет дана оценка всем в рамках закона Кыргызской Республики, действующего законодательства Кыргызской Республики. Тынчтык Кураймович, пожалуйста, вопросы. Представленной нам информации
Ну, исходя из представленной вами Министерством образования и информации, следует, что Нарматова в 2013 году не предоставила, вообще не писала заявление, не предоставила копию диплома об окончании колледжа Московского. То есть все необходимые документы, которые должны были быть ею представлены при поступлении на 3-й курс, она не представила. Это правильно? Я правильно понял? Данный факт подтверждается тем, что в ходе выемки личного дела студента в личном деле не было документов, требующих положению. В личном деле была лишь копия диплома Джалабадского государственного университета 2017 года об окончании, лист студента, листочек студента и все, и лист приказов. Других документов не было в личном деле Нарматовой. Иными словами, при отсутствии документов она не должна была быть зачислена в Джалабадский государственный университет. Я правильно понял? Да, есть, наверное, мы сейчас будем дальше разбираться, есть порядок зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. Получается, вы еще не установили, да? Все обстоятельства дела. Что именно не установили? И вы говорите, да, вот мы еще расследуем, мы в части там 9-10 семестра там оценку дадим. То есть, понимаете, вы предоставляете информацию, по которой я сейчас вот не могу, да, прийти к какой-то позиции. Поэтому вы должны четко отвечать. Я вам четко отвечаю, то, что в личном деле студентки Нарматовой не было заявления с просьбой о зачислении в Джалабадский государственный университет. В личном деле Нарматовой не было копии аттестата о среднем специальном образовании, который послужил основанием для ее зачисления. Не было оригинала данного документа. Далее, за 9-10 семестры студентки Нарматовой были выставлены оценки, однако, согласно сведениям о пересечении государственной границы, в указанный период времени Нарматова не находилась на территории Кыргызской республики. В этой связи комиссия Министерства образования Кыргызской республики проверила все эти факты. В этой связи диплом Нарматовой был отозван. С 19 января 2022 года у Нарматовой, депутата Нарматовой Орозаем Кочкомбаевны не имеется диплома, подтверждающего о высшем профессиональном образовании. Спасибо. И к представителю Минобразования. Могли бы вы тоже четко, ясно дать ответы на ранее поставленные вопросы? Что было в результате проверки, которая проведена комиссией? Что установлено? Вот следствие установило свою информацию, потом вы создали комиссию, это требование законодательства, да? Да. Комиссионно рассматривается вопрос законности поступлений, выдачи дипломов. Вот комиссия создана, она свою работу провела. К каким выводам она пришла? На основании чего к таким она выводам пришла? Потому что вы говорите, комиссия рекомендовала отозвать, да, диплом. Соответственно, на основе проверки, которая установила, да, незаконность выдачи, незаконность зачисления, да? Пожалуйста, ответьте, еще раз повторите, пожалуйста. В работе четко и ясно. В работе этой комиссии... Какие нормы закона нарушены? Я не принимала участие, но, как я выше сказала, при поступлении был нарушен порядок приема в высшее учебное заведение Кыргызской республики, пункт 1.5, это зачисление не по соответствующей специальности, это первое. И какая норма при этом нарушается? Нарушается норма, вот я сказала, какого что закона? На обучение вузов по ускоренным программам соответствующих специальностей принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании соответствующего профиля. А вот как даже признался сам представитель Нарматовой, и как написано в заключении комиссии, при зачислении, при поступлении на для получения высшего образования
депутат Нарматова предоставила диплом по специальности бухучет. А она была зачислена и обучалась по специальности журналистика. Мы этот факт подтвердили, что противоречит закону и правилу, порядку приема в высшее учебное заведение Кыргызской Республики. Дальше. Последующим вот то, что Комитет национальной безопасности. Вы, пожалуйста, итоги работы своей комиссии Нет, говорите. я к Госкомитет тому, что- нацбезопасности свою информацию сказал. Теперь ваша комиссия к каким выводам пришла? Я почему сделаю ссылку, то, что факт непребывания депутата, на той момент студентки Нарматовой на территории Кыргызской Республики, но в то же время, которая успешно сдала 9-10 семестр, это тоже министерство поручило университету, Джалабадскому государственному университету рассмотреть факты, подтвержденные комиссией, то есть выявленные. А комиссия Джагу, созданная ректором Джалабадского государственного университета из числа своих сотрудников, они подтвердили, что действительно Нарматова не сдавала 9-10 семестр. И они дают предложение ректору, свое не предложение, а рекомендации, что подтверждается и что они рекомендуют аннулировать оценки за 9-10 семестр. Мы поручили, а внутренняя комиссия университета сама вынесла такое решение. Вопрос можно? Вы говорите, вы поручили, пусть они, этот университет проверяет, там комиссии создает, а ваше участие как надзорный орган, никакого там необходимости нет, что ли? Нет, необходимость есть, но на момент создания комиссии все документы изъяты из архивов Джалабадского университета Комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в лице представителей. Но по сохраненным архивным документам и ведомостям, по копиям, комиссия выявила вот эти нарушения. Вы на вопрос просто ответьте коротко. Ваше участие как надзорный орган Министерства образования и науки должен быть там при проверке документов? А законность этой Нарматовой выдаче? Комиссия была создана, представители были в Джалабадском университете. И кто именно был, если... Проректор по науке Государственного университета и начальник, если я не ошибаюсь, учебного управления ОЖГУ. Копии приказов можем предоставить. Просто его с собой у меня сейчас нет. У меня их тоже с собой нет. Мне сказали... Выводы комиссии Минобразования, да, тогда зачитайте по итогам проверки законности выдачи диплома депутату Нарматовой. После констатации фактов в связи с вышеизложенным комиссия сделала вывод, что диплом государственного образца выдан Нарматовой Оразаим с многочисленными нарушениями нормативных правовых актов в области образования и рекомендует руководству Джалабадского государственного университета: первое, аннулировать результаты зачетов и экзаменов Нарматовой за 9-10 семестр; второе, отменить
решение Государственной аттестационной комиссии от 14 апреля 2017 года о присвоении Нарматовой квалификации журналист. Третье. Отозвать диплом ОВ за номером 17-00-38-584, выданный на имя Нарматовой Оразаим Кочкомбаевны 5 июля 2017 года за регистрационным номером 8763. Четвертое. Рассмотреть административную ответственность сотрудников университета, допустивших нарушения. На основании выводов комиссии приказ издан о признании недействительным, да, диплома? Да, приказ ректора Джалабадского государственного университета номером 6/163 от 19 января 2022 года. Ну, он тут на кыргызском языке зачитать, да? Буйрукту жокко чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 22 жылдын 15 ноябрындагы номер 30/1 буйругу менен түзүлгөн комиссиянын корутундусунун Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2022 жылдын 19 январындагы номер 02-2/75 сандуу каттын негизинде филология факультетинин сырттан окуу бөлүмүнүн журналистика адистигинин ЖЗК 111 тайпасынын мурдагы студенти Нарматова Оразаим Кочкомбаеванын биринчи 2015-16 жылы окуу жылынын 9-10 семестрдеги окуу экзамендик сессиясынын экзамендик зачетунун бааларын жокко чыгарылсын. Экинчи, окуу планын толук аткарбады деп эсептөө менен мамлекеттик сынактарга киргизүү боюнча чыккан 2017 жылдын 6 апрелиндеги номер 6/520 буйругунун Нарматова Оразайымга тиешелүү бөлүгү жокко чыгарылсын. Үчүнчүсү, мамлекеттик аттестациялык комиссиянын 2017 жылдын 14 апрелиндеги Нарматова Оразаим Кочкомбаевнага журналист квалификациясын ыйгаруу жөнүндөгү токтому жараксыз деп табылсын. Төртүнчүсү, окуу планын толук аткарып, мамлекеттик сынактарды тапшырып бүткөндүгүнө байланыштуу журналист квалификациясын ыйгаруу менен студенттердин катарынан окуу жайдан чыгаруу жөнүндөгү 2017 жылдын 15 июнундагы номер 6/680 буйругунун Нарматова Оразаимга тиешелүү бөлүгү жокко чыгарылсын. Бешинчиси, Нарматова Оразаим Кочкомбаевна 2017 жылдын 5 июлундагы каттоо номер 8763 берилген ОВ 17-00-38-584 сандуу диплому кайра чакырып алынсын. Алтынчысы, университеттин ушуга ишке тиешелүү кызматкерлерине тартип чара көрүлсүн. Негизи, окуу бөлүмүнүн башчысы Сакбаеванын билдирүүсү Кыргыз Республикасынын Билим берүү Илим министрлигинин 2022 жылдын 15 январдагы 30/1 буйругу менен түзүлгөн комиссиянын корутундусу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2022 жылкы 19 январындагы номер 02-2-75 сандуу каты окуу боюнча проректордун кол тамгасы, ректордун резолюциясы. Ректор Усенов, окуу бөлүмүнүн башчысы Акматова. Рахмат. Суроолор барбы дагы, коллегалар? Отура бериңиз.